Сергей Гапликов положительно оценил работу Минсельхоза по контролю за оборотом алкогольной продукции. Так, на сегодня из всех зафиксированных сигналов о нарушителях требований контролирующих органов 23% реакций по Северо-Западному округу относятся к Коми. Это означает, наши службы гораздо эффективнее реагируют на жалобы жителей. По одному из случаев предприятия теперь могут даже лишить лицензии на право реализовать крепкую продукцию. Конечно, здесь работу нужно продолжать. Это, в принципе, легализация, это качество, это, конечно, влияние на сам рынок алкогольной продукции. И, конечно, тот контрафакт, который когда-то кто-то пытался завозить, сегодня они 10 раз подумают, прежде чем создать какой-то прецедент, связанный с продажей на территории некачественной или контрафактной продукции. Поэтому эту работу надо продолжить и дальше, фактически, не снижая темпов, блюсти, что называется, эти все необходимые действия, которые решаются через тех, кто получил лицензию. Но другая очень важная тема, Сергей Анатольевич, тоже хотел бы довести до вас информацию, это подключение организации, осуществляющей розничную продажу алкогольной продукции к системе ЕГАИС. Да, это важно. Да. По состоянию на 12 октября к ЕГАИС подключено в полном объеме 95% у нас торговых объектов. Меня, в общем, в большей степени, я и хотел с вами на эту тему поговорить, конечно, интересует это территории сельские, удаленные, где понятно, что, к сожалению, в меньшей степени это подвержено такому уж пристальному вниманию контроля. Вот здесь как обстоит работа? 109 магазинов. Из 109 50% закрыты на сегодня. Так. Мы составили список, где отсутствует сеть интернет. Мы представили Москву по своему каналу для принятия решения, чтобы они могли освободить от использования ЕГАИС. Но, к сожалению, пока наша переписка ничего не дало, они отвечают нам, что на сегодня в России еще не определен уполномоченный орган, кто мог бы дать право использования, продажи алкогольной продукции без использования этого ЕГАИС. Нет, здесь вопрос следующий. Здесь понятно, что у нас существует своя достаточно активно развивающаяся сеть, и в том числе учредителем является наш ликероводочный завод. Поэтому здесь можно пойти по совместному пути решения этой задачи. Или мы тогда эту сеть берем под себя и решаем все эти задачи через соответствующую возможность подключения к этой системе. Понятно, что предприниматели в совместных усилиях тоже не прогадают. Сегодня достаточно высокая степень затрат, но и в том числе нас в первую очередь интересует только легализация соответствующего рынка и качество продаваемой продукции. Поэтому вы на эту тему тоже подумайте вместе с предпринимателями, проговорите эту ситуацию. Тем более, что мы сегодня в любом случае должны выполнять соответствующие предписания и подключать все точки, которые у нас получили разрешение, к указанной системе. Также, учитывая проблематику бизнеса на примере Вуктыла, где глава был на прошлой неделе, профильному вице-премьеру дано поручение в рамках текущего перехода на торговлю через кассовые аппараты отработать льготный список малых предприятий. Для многих такой переход в силу небольших оборотов – дополнительные расходы, создающие препятствия для развития.